книга. Толчинский Да, Арон книга, Рахмилович. Так, эту книгу написал кто? Дочка. Он диктовал текст, я записывала, редактировала текст. Так, это вы Во время в войны. юности, во время войны. Да. Так, Это военная книга издана в Санкт-Петербурге в 2013 году. Мгм. Так, и годы жизни, деятельность. Так, это дочь Поликлиника. Елена Ароновна с любимым папой. Папа еще жил в Петербурге тогда. Так, эта книга содержит... Нет, в 13 году он же здесь. Уже жил. здесь. Здесь Да, был, да. здесь, конечно. Он тут живет с 2012. Так, очень книга интересная, замечательная. лет. Так, молодец. Дочь Это Елена. была моя благодарность. Вот я так выразила благодарность отцу, что он моя защита. Я очень, вот я хочу тебе повторить, что я очень защищенный человек, благодаря тебе. И мне было очень интересно вот эту книгу про тебя издавать. Понимаешь? Интересно те события, которые ты мне рассказывал, о своей юности, о своем детстве, вот о своей работе. Хоть она далека, твоя работа, от меня, как луна. Понимаешь, это совершенно деятельность мне далекая. Но она мне очень дорога, твоя деятельность. Знаешь почему? Потому что ты творческий человек. И этим мы с тобой близки. Мы творческие люди. Вот ты занимался творчеством в своем деле, а я в своем. И оба счастливы это. ты знаешь, я вот могу себя назвать счастливым человеком, и источником этого счастья, моего теперешнего, являешься ты. Раньше я так не чувствовала это, а теперь я очень ярко это ощущаю, что благодаря тебе ведь состоялась моя судьба, когда я могу себе позволить себя назвать счастливым человеком. Так, это вот Вторая половина – это авторское авторские все его изобретения, это его вклад. Но получается, что папа у вас кандидат технических наук, Да. а вы Психологически. психологических. Музыкотерапевт, и в то же время с сегодняшнего дня вы являетесь почетным профессором естественных методик оздоровления. Это благодаря доброму ко мне отношению Кости. Так, и книга с каких экземплярах издана? Ой. Но она востребована. Вот человек живет до тех пор, пока он востребован. У меня осталась одна только, одна. Там было мало количество экземпляров, малое, для близких самых. Но она существует во всех библиотеках. В Сыктывкарской библиотеке, в Ухте, в этом комбинате газовом-то, Газпром там, потому что он там работал в Ухте. Она существует в библиотеке института, где он проработал 52 года, в публичной библиотеке. И у наших друзей есть эта книга. И вот последний экземплярчик остался у меня, у нас. Так, и, возможно, последний вопрос. Елена Ароновна, что, по-вашему, такое любовь? Любовь – это сильнейшее переживание. Особой близости духовной с человеком, которого любишь. Любовь сопряжена с ответственностью за жизнь и здоровье любимого человека, с ответственностью за свое состояние души. Вот это главное. Вот без этого, наверное, невозможно соединение двух человек, которые любят друг друга. Любовь бывает разная, но это всегда ответственность, верность. Ну, я могу согласиться с отцом, что это честность отношений. И, конечно, это трепет, это трепетность,
Там много нежности. Еще раз с днем рождения. Дай Бог здоровья, любить и быть любимым. Дорогой Арон Рахмилович. Еще раз. Все тебя поздравляют с днем рождения. Быть любимым. Вот это ощущение твое быть нужным, это и есть ведь счастье, понимание, зачем мы живем, смысла. Ты дал другим жизнь, ты нам дал жизнь всем. Ты посмотри, сколько у тебя внуков и правнуков, а? Ты посмотри, как продолжается твой род. Я в высшей степени удовлетворена.